22 июня 1941 года. Дата, разделившая жизнь страны на «до» и «после». Великая Отечественная война потребовала от всех госструктур немедленной перестройки. Не стала исключением и якутская милиция. Для повышения эффективности наркоматы государственной безопасности и внутренних дел были объединены, чтобы сконцентрировать свои силы на борьбе с врагом и обеспечить порядок в тылу. Якутская милиция, как и вся страна, работала под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Обязанности милиционеров расширились: ужесточение режима работы предприятий, усиление паспортного контроля, борьба с паникерами и дезертирами. Причем многие сотрудники были неопытны, малообразованы и по каким-то причинам негодны для службы в армии. Они заменили тех, кто ушел на фронт. А на фронт ушел почти каждый третий сотрудник Мегино-Кангаласского, Усть-Майского, Алекминского, Сунтарского, Намского, Татинского районных, Якутского городского, Алданского окружного отделов НКВД. В годы войны вся милиция республики была переведена на военное положение. Люди находились на казарменном положении. А когда совершались преступления, полностью пока не раскрывали, люди находились на казарменном положении. Что я хочу сказать? Ветераны якутской милиции. Ну, только можем говорить очень долго. Мы установили 568 ветеранов. Это в архиве МВД Дьячковский Иннокентий Федорович, первый наш директор музея МВД, редкого ума человек, он скрупулезно с работниками архива, Егорова Мария Васильевна, Уваровская Валентина Николаевна, Татьяна Иванова, Москвитина, Дегтярев Игорь Матвеевич. Вот. И они все это устанавливали, по крупицам собирали. Вот 500, почти 600 человек установили. Это в годы войны люди работали здесь на износ. В архисложных условиях. Все для фронта, все для победы. Работники милиции много сделали для победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ослабление кадрового состава и сложная экономическая ситуация привели к росту преступности. Грабежи, кражи, разбойные нападения. Банды беглых заключенных терроризировали отдаленные районы. Гаврил Бурцев в Усть-Алданском районе пресекал скотокрадство, создав бригады содействия милиции, раскрывая десятки дел. В Алахъюньском районе банда Шумилова совершила дерзкое нападение, но оперативная группа, в которую вошли сотрудники разных отделов, при поддержке партийных и советских органов ликвидировали бандитов. Всеми этими операциями руководили опытные офицеры, проявлявшие смелость и решительность в борьбе с врагом. Мухин Иван Петрович пришел в милицию в 1934 году. Зидгенизов Николай Пантелеймонович пришел в 1934 году. Люди работали с 1934-го, некоторые Ларионов с 1922-го. Седалищев с 22 года. Люди работали не за страх, а за совесть. Что от Бурцев в годы войны один ходил задерживать преступников, как и Десяткин. Нашего генерального директора отец в годы войны ходил на задержание вооруженного преступника один ходил и задерживал. Ну, обладал природной физической силой. Вот. Далее, Павел Филимонович Полынский, легенда якутской милиции. Когда на Халкинголе японцы провокации совершали в отношении советских войск, у него убили первого номера пулеметчика. Он лег за пулемет, был несколько раз ранен, но не ушел. И Убаревич, комкор, подходит и говорит: а как фамилия красноармеец? Откуда родом? Он говорит: Павел Филимонович Полынский, родом из Омска. Он вытаскивает портсигар серебряный, и он мне рассказывал, и подарил ему
за храбрость. Он столько их набил. Ну, стрелял очень хорошо. Коллективы райгородделов и исправительно-трудовых учреждений добровольно отчисляли свои ежемесячные зарплаты в фонд строительства танковой колонны и эскадрильи боевых самолетов «Советская Якутия» 2-3-дневный заработок. Сдавали облигации госзаймов, вещи, выходили на сверхурочную службу по охране общественного порядка, на субботники и воскресники. Многолетний труд и безупречная служба в годы войны многих сотрудников якутской милиции в 1945 году были отмечены высокими наградами, орденами Ленина, Красной Звезды и медалями. Люди работали, собирали деньги на танковые колонны, на самолеты. А со своего скудного пайка, с зарплаты, они еще отчисляли деньги в фонд обороны, на фронт. Вот. Мухин Иван Петрович, он в своих воспоминаниях пишет: и когда приходили с фронта, что нашему самолету или нашему танку, на который мы собирали деньги, дали имя от Якутии или за родину от Якутии, мы, говорит, так радовались, аж плакали. Вот, что мы собираем. Женщины собирали теплые вещи, потому что вот под Москвой в 1941 году кто отстоял Москву? Сибиряки. Бросили сибирские дивизии, и они, тогда почему-то доходило до 40 градусов, холод такой был. Вот сейчас таких нет холодов, но тогда в 1941 было холод. Немцы на ходу замерзали, как мухи, а наши шли в атаку с винтовками, с раскрасневшими лицами, и говорит: у нас не 40, у нас больше градусов. Подвиги якутской милиции в годы войны – это не только страницы истории, это живой пример для новых поколений сотрудников органов внутренних дел. Их героизм, самоотверженность передаются из поколения в поколение, крепнут в милицейских династиях – Атласовых, Михайловых, Кузьминых, Федоровых, Строевых, Пшенниковых, Голоковых, Припузовых, Соколовых, Липуновых и многих других, продолжающих славные традиции своих отцов и дедов.